Мордва – народ древней аграрной культуры. В земледелии наиболее ответственными сезонами принято считать весну и осень. Весна как время пахоты и сева, и осень – время сбора урожая. Для того, чтобы обеспечить богатый урожай, требовалось заручиться помощью высших сил. Поэтому каждое действие, будь то вспашка или сев, сопровождалось обязательными обрядами. Наиболее важными и существенными из них были обряды, связанные с окончанием сева. Люди благодарили богов за то, что они послали хорошую погоду, за то, что они позволили завершить сев вовремя, и за то, что рожь уже начала колоситься, пшеница начала подниматься. Поэтому время окончания сева было очень важным для жизни всей крестьянской общины. К этому времени мордовские крестьяне приурочивали большой комплекс обрядов. Обряды эти носили характер благодарности. Люди благодарили богов за то, что они оказали им большую помощь. Одним из центральных обрядов этого весеннего цикла, который проходил по завершении сева, был обряд бабонь-каша. Женщины села собирались большой группой и шли на особое место. Обычно это был берег родника или священное дерево. Всякий раз это было одно и то же место в каждой деревне. Женщины несли с собой самые разные крупы. Это были бобовые культуры, были зерна пшеницы, ржи, было обязательно проса. И уже на месте из всех принесенных круп они варили общую кашу. Смысл этого обряда был двояким. С одной стороны, он подчеркивал единение всей общины, а с другой стороны говорил о том, что все сельскохозяйственные культуры одинаково важны для человека, и все они обязательно присутствуют в его пище. Поэтому каша была, как мы сейчас говорим, мультизлаковой. Кашу эту не только ели собравшиеся. Часть варева они оставляли в жертву богам. Либо закапывали в землю, либо клали в дупло большого священного дерева, либо складывали в небольшое лукошко и подвешивали на ветку. Чем выше висела лукошко над землей, тем выше должна была подняться рожь. Приготовление каши сопровождалось обрядовыми песнями, сопровождалось обязательной молитвой. С принятием православия мордовские аграрные обряды весеннего цикла наложились на православные праздники, из которых самым главным и торжественным стала Троица. Отныне все поколения мордовских крестьян сделали Троицу такой вехой для проведения части своих аграрных обрядов и части обрядов, уже связанных с православием. Так бабонь-каша стала приурочиваться не просто к окончанию сева, а к определенному дню, предшествующему празднику Троицы. В канун этого великого дня девушки, молодежь собирались группами и шли в лес для того, чтобы набрать как можно больше свежей зелени. Помогали им в этом дети, подростки, и это событие было действительно главным для всей сельской молодежи. Из леса с луга приносилось как можно больше зелени, и обычно в пятницу, в субботу вся деревня благоухала запахами свежей травы и цветов. Потому что не только церковь, не только наличники домов, изгороди, крыльцо украшались зеленью, охапки зелени рассыпались по полу.
внутри самого дома, раскладывались на столах. Девушки украшали себя зелеными ветками и венками. Недаром праздник Троицы стал одним из самых любимых в народе, потому что всегда ассоциировался с молодостью, с весельем и со свежей зеленью. Традиционно зелень должна была сказать о том, что люди ждут прихода весны, ждут наступления теплых и светлых дней. Суббота накануне Троицы была посвящена поминовению памяти предков. До сих пор в наших деревнях в этот день все родственники, весь род, где бы они ни жили, куда бы их ни разбросала жизнь, съезжаются в свое родовое гнездо, в те места, в ту деревню, где они родились и откуда вышли родом их родители. Весь род собирается в субботу на кладбище, приносит с собой обязательно угощение. Так было и 100 лет назад, и 200 лет назад. Эта традиция продолжает бытовать и в наши дни. Люди угощают друг друга. Среди обязательных угощений, конечно, присутствуют яйца, блины, пироги, обязательно напитки присутствуют. И потом люди уходят с кладбища и продолжают праздник дома. На следующий день воскресенье обязательное посещение церкви, обязательная служба, а уже начиная с вечера воскресенья и всю следующую неделю наступает пора веселиться молодежи. Во многих селениях нашего края мужчины наряжали коня. Конь как символ солнца, как символ жизненных сил, которые должны были придать земле, дать земле богатый урожай, делался из веток, из холстины. Коня обычно вели несколько мужчин. Величина его зависела от фантазии самих изготовителей. И у коня был обязательно такой поводырь, который брал в руки повод и вел его по всей деревне. Изначально этому обряду придавалось именно аграрное значение. Поэтому он обходил всю деревню, за ним обязательно шла толпа людей, и все верили, что символ этого коня может помочь земле дать богатый урожай. Со временем традиции начинали забываться, и праздник стал приобретать все более и более такие карнавальные черты. И уже в 50-х годах прошлого века коня наряжали просто для того, чтобы поднять праздничное настроение. Ведение его сопровождалось не молитвами и обрядовыми песнями, а шутками, забавными сценками. Но, тем не менее, обряд этот дожил почти до наших дней и в последнее время начинает кое-где возрождаться. Еще одним непременным атрибутом праздника Троицы стала береза. Березу наряжали девушки. Вечером накануне Троицы, в субботу или утром воскресенья Троицкого, они шли в лес, выбирали наиболее красивое дерево, обмакивали его в воде, чтобы Видява, богиня воды, умыла эту березу, которую девушки называли «летний день». Затем березу приносили в село, и на протяжении недели Троицкой до следующего воскресенья молодежь с этой березой обходила село с песнями, с плясками, заходили в дома, благодарили хозяев, желали им хорошего урожая и благополучной жизни. За это получали угощения. Ну, конечно, много было и шуток, много было и разных забавных сценок.
В шествии участвовали ряженые, которые проявляли свою фантазию в том, что наряжались в самые смешные и нелепые маски, были определенные персонажи, жених, невеста, медведь. Все это зависело от традиций каждого села. Но непременным атрибутом этого праздника была и весна. В образе весны могла выступать самая красивая девушка, которая возглавляла шествие. Она надевала самый роскошный зеленый венок. Ее обычно полностью покрывали зеленью. Она возглавляла группу молодежи. В некоторых местах символом весны было чучело, крапивное чучело, которое так и называлось крапивная молодушка или потешка. Это чучело также носили по всему селу во главе толпы веселящейся молодежи. Где-то символом весны выступала маленькая девочка, которую нарядно украшали, наряжали и возили перед собой. Но неизменно от того, что было символом праздника, заканчивался он всегда одинаково. В конце Троицкой недели, в субботу или воскресенье после Троицы, проводы весны заканчивались на ржаном поле. Толпа молодежи приносила туда березу, приносила чучело, символизирующее весну. Затем молодежь срывала с себя ветки, венки, украшения, разламывали и разбрасывали по ржаному полю остов коня, ивовые прутья, которые были его остовом, разбрасывали венок, в который была наряжена девушка весна, и верили, что этими действиями они помогают земле дать богатый урожай, передают ей силы вот этой свежей зелени. В настоящее время древние традиции возрождаются. Во многих селах вновь начинают праздновать и проводы весны, и возобновляют карнавальные шествия, пишутся сценарии. Молодежь вспоминает свои забытые традиции. А в 2004 году правительством Мордовии был подписан указ о том, чтобы праздник весны, который отмечали ежегодно, не прерываясь, в Зубополянском районе, в селе Вадово селище, считать национальным праздником Республики Мордовия. Он так и называется – Акша Кело, белая береза. И в этом году обязательно состоится в очередной раз. Традиции живут, традиции всегда с нами. Троица – самый любимый русскими праздник. В нем нет уже зимней стужи, в нем нет осенней непогоди, в нем еще нет летней изнуряющей жары. Троицкие дни наполнены свежей зеленью, запахом свежескошенной травы, ароматом цветов. Неспроста этот праздник особенно любим среди молодежи. Накануне Троицы девушки начинали собираться группами. Они шли на луг, в лес, собирали цветы и плели венки. В Троицкий семик, в четверг, предшествующий воскресенью праздника, девушки обычно собирались все вместе, плели красивые венки, причем старались, чтобы в венках было как можно больше разных растений. Венок символизировал не только весну, но и молодость. Во время плетения венков девушки разговаривали, пели песни, делились своими мыслями и мечтали о суженом. В дальнейшем эти венки послужат им для целого ряда обрядовых действий.
Самые близкие подруги в эти дни договаривались о обряде кумления. Они старались держаться как можно ближе друг к другу, их венки могли быть похожи. В нарядных венках девушки шли к самой красивой березе. Подруги вместе завязывали на березе одну косу, заплетали на ней бант, старались действовать слаженно и синхронно. Заплетенная на березе коса становилась символом их дружбы. Свои венки девушки складывали вместе и через образовавшееся кольцо передавали друг другу подарки, свои украшения, кольца, бусы и что-то иное. С этого времени они на протяжении всего года становились самыми близкими подругами и должны были друг другу помогать. Обязательным атрибутом троицких гуляний был конь. Конь символизировал не только жизненные силы, но и во многих районах он был так называемой русалкой, то есть символом живой, дикой, необузданной человеком природы, связью с мертвыми, с потусторонним миром. Нарядные толпы молодежи всю неделю после Троицы ходили по деревне. Девушки, наряженные в зелень и венки, парни, водящие по улице коня-русалку, собирались группами, пели, плясали, танцевали, шутили. Словом, эти дни были для молодежи деревни самым настоящим, ярким, запоминающимся на весь год праздником. Молодежное шествие заканчивалось на берегу реки. Здесь девушки загадывали желания, снимали с головы венки и бросали их в реку, а затем следили, чей венок поплывет, как и куда. Венок мог развалиться в воде, мог пристать к берегу, а мог уплыть далеко-далеко. Это считалось самым добрым знаком во всех гаданиях. Так пусть же этот год будет для вас таким же добрым и счастливым, как эта прекрасная традиция – троицкие зеленые святки.